За столом в деревенском доме сидит белокурая девочка в светло-синем платье в мелкую белую горошинку. Рядом молодой парень в клетчатой рубахе, подпоясанной ремнем. На голове картуз с красным цветком справа. «Братец Иванушка, что за праздник День народного единства?» День народного единства – праздник, сближающий народы. Он относится к государственным праздникам России. Ученые посчитали, что на нашей планете около 3000 языков. Если говорить «здравствуйте» на всех языках мира, то это займет 1,5 часа. Русский народ – коренные жители России и самая многочисленная этническая группа в Европе. А в Башкирии? В Башкирии коренными жителями являются башкиры, но также проживают и татары, русские, чуваши, мордва, марийцы, литовцы и многие другие. Сейчас почти все, в том числе и русские, живут в кирпичных домах, но ведь раньше дома строились из бревен. И в наше время строят из бревен. Традиционным русским жилищем является бревенчатая изба с двухскатной крышей. Вход в жилище оформляется как крыльцо. Окна нередко закрываются ставнями. Съестные припасы хранились в погребе. Важное место внутри жилища играла русская печь с лежанкой. По стенам стояли лавки и сундуки. Центром сбора семьи был стол, которым накрывался скатертью. Особо оформлялся красный угол, место с иконами. Неотъемлемым атрибутом русского жилища со времен стал самовар. Ой, кто-то к нам пришел. Хамогас Дустар. Здравствуйте, тетя Гульназ. Заходите, я вас традиционными русскими блюдами угощу. Рехмет. А что это слово означает? Спасибо. С незапамятных времен на Руси ни одна трапеза не обходилась без пирогов. Слово «пирог» произошло от древнерусского слова «пир» – пиршество. Пирог готовили с мясом, рыбой, горохом, кашей, луком, картофелем. Разнообразны пироги и по форме – кулебяки, растекая, курники, лодочки, ватрушки. А я приготовила курник. Давайте разрежем его. А давайте сыграем в русскую народную игру. Я к вам тоже не с пустыми руками пришла, а с гостинцами. Это башкирские национальные блюда? Да, в нашей кухне много мясных блюд. Особой популярностью у народа издревле пользуется жирная конина, жирный наваристый бульон, с которыми одновременно употребляли кисломолочные продукты, помогавшие перевариванию жирной пищи – карот, катык, айран. А я вам принесла бишмармак, кумыс и к чаю чак-чак. Бишбармак – блюдо, которое готовится из мяса, теста на крутом бульоне, а в переводе это название означает 5 пальцев. Значит, и есть его надо руками, не прибегая к помощи столовых приборов. Спойте нам, пожалуйста, песню. Гульназ, как же вы красиво поете! Ой, какие красивые у вас бусы. Можно их потрогать? На мне платье, кулдек, широкие штаны, иштан, короткий безрукавный кафтан, казаки, а на праздники еще надевают шелковые или бархатные халаты, илян. Зимой носят суконный чекмень, цикмен, шубу, тун, тулуп, толоп. А по головным уборам можно узнать о возрасте, семейном положении женщины. Головные уборы башкирских женщин яркие, с нашивками из монет, кораллов. Замужние женщины носили кашмау, пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок, тастар. Ой, стадо идет, я пойду корову доить. Проходите, присаживайтесь.
и сен мисес. Ира Гунбултер. Хорошие гости всегда к столу. Столько национальностей собралось у нас в доме. Татары тоже очень гостеприимный народ, который славится своей национальной кухней. Дядя Айрат, а расскажите, какие блюда у вас готовят? Особое место у нас занимает мясо, сливки, масло, катык, айран. Мясо варят, реже жарят или тушат. Из мучных хлеб, икмек, в основном ржаной. К чаю лепешки, блины, каймак, пироги, губадия, беляш, чак-чак, печенье, баурсак. Вот бы и мне попробовать баурсак. Эх, моя жена, к сожалению, не смогла со мной прийти, но гостиниц передала. И как будто знала, что нужно передать, и приготовила баурсак. Ой, как здорово! Аленушка, я тебе покажу любимую игру детворы. Все присоединяйтесь. 5 детей у Тимирбая дружно весело играют. В речке быстро искупались, нашалились, наплескались, хорошенько отмылись и красиво нарядились. И не есть, не пить не стали, в лесу под вечер прибежали. Друг на друга поглядели, сделали вот так. Дядя Айрат, а как называется ваш головной убор? Я никогда не видела такого. Ну слушай, одежда мужчин и женщин состояла из шаровар, иштан, рубашки, кульмек. Головной убор мужчин – тюбетейка, а поверх нее полусферическая шапка. Подожди-ка, чуваши являются одним из крупных тюркоязычных народов России. Тюркоязычными предками чуваши являются булгары и сувары, поэтому у нас много общего в одежде. Традиционная одежда разнообразна. Женская одежда – кепе, рубашка с нагрудником, чей, щити, передник, пщихи, пояс, платки, ата, сапоги. Головной убор у девушек тухья, закрытым конусообразным, или хушпу с открытым верхом у замужних женщин. Тетя Норспи, у вас тоже есть национальные игры? Да, но я расскажу легенду. В далекие времена песен у чувашей было много, но самую свою лучшую песню хранил чувашин в дупле дерева, чаще леса. Он боялся, чтобы ее не похитили враги, попы и помещики. Ездил чувашин к этому дереву по ночам на белом коне. Подъедет он, бывало, свистнет, и в ответ звучит его песня. При ее звуках оживала вся природа, начинали петь птицы и шумели вековые дубы. Но враг чувашина, черный ворон, птица несчастья и горя, подкараулил и украл песню. И целую жизнь искал чувашин свое сокровище, но так и умер, не найдя. Из его могилы вскоре поднялся стройный клен. Сыновья умершего отца сделали из этого клена гусли и сыграли на них потерянную песню. С тех пор у чувашии появились гусли, их национальный музыкальный инструмент. Вот как пели наши предки на гуслях о своей тяжелой жизни. Живут народы разные, с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед.